Китайская коммунистическая администрация в последнее время интенсивно продолжает религиозное угнетение мусульманских турок-уйгуров и разрушение мечетей в некоторых районах Китая, где проживают мусульманы Хуэй. В этой связи Пекин запрещает этикетку халяль или исламские надписи на вывесках мусульманских ресторанов и рыночных продуктах, а также разрушает здания, построенные в исламском стиле. Согласно информации, опубликованной 22 июля на веб-сайте Bitter Winter News, базирующемся в Италии, китайский режим начал снос исторической большой мечети в городе Шадиан, провинции Юннань, также известной как Мекка Хуэй, которая была построена в 1684 году. Согласно информации, ранее купол и минарет исторической мечети, которые имеют явные исламские мотивы, пытались переделать в китайском стиле. Кроме того, сообщалось, что местные власти построили железную стену, окружающую мечеть. Представители США Дженнифер Векстон, штат Вирджиния, и Карлос Хименес, республиканец от штата Флорида, совместно представили двухпартийный закон о раскрытии информации о принудительном труде уйгуров, который направлен на борьбу с использованием принудительного труда уйгуров в Синьцзяне и защиту глобальных цепочек поставок. Подчеркивая прозрачность и подотчетность, закон обязывает публично торгуемые компании всесторонне анализировать и раскрывать потенциальные связи их продукции с практикой принудительного труда в Синьцзяне. Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Китай с 17 по 21 июля прояснил будущие отношения между двумя странами, углубив сотрудничество в области политики безопасности и развивая экономические отношения, прокладывая путь Алжира к членству в БРИКС. Во время своего первого визита в Пекин с момента вступления в должность в 1919 году президент Теббун подписал 19 соглашений и меморандумов о взаимопонимании со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. 12 соглашений были подписаны на форуме, в котором приняли участие бизнесмены двух стран. В несекретном докладе Национального разведывательного управления США утверждалось, что Китай предоставляет России военные технологии для войны в Украине и помогает России уклоняться от западных санкций. Агентство Reuters сообщило, что доклад был опубликован Комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса США. Таможенные записи показывают, что государственные оборонные компании Китайской Народной Республики отправляли навигационное оборудование, технологии глушения сигналов и детали истребителей оборонным компаниям, принадлежащим российскому правительству, находящемуся под санкциями, говорится в сообщении. По данным Kyodo News, в соответствии с санкциями, введенными странами G7 в отношении России из-за войны между Украиной и Россией, Япония расширила сферу действия запрета на экспорт транспортных средств, включив в нее новые и бывшие в употреблении бензиновые и дизельные автомобили, автомобили с объемом цилиндров двигателя до 1900 кубических сантиметров, а также электрические и гибридные автомобили. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Нисимура Ясутоси заявил по этому вопросу, что Токио будет решительно применять санкции в сотрудничестве с международным сообществом. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что для решения украинского кризиса должны вестись переговоры. Конфликт основан на том, что США и НАТО создают угрозы безопасности России и отказываются вести переговоры по равным вопросам безопасности для всех, включая Россию. Украинский режим также отказывается вести переговоры, заявил Владимир Путин.